Нерадивые маршрутчики отказываются сажать в салон людей с ограниченными физическими возможностями. При виде одиноких инвалидов или стариков водители городских маршруток ускоряют движение, либо останавливаются дальше, чтобы человек на костылях не успел сесть. По словам директора Центра реабилитации Жанны Целаговой, этот вопрос на сегодняшний день необходимо решать на уровне руководства республики. Сами маршрутчики предлагают бороться с подобным произволом коллег легким способом – убирать их с маршрутов. Удобное и доступное передвижение инвалидов – проблема не сегодняшнего дня. Как передвигаться инвалидам в городе и что необходимо изменить, эти вопросы по-прежнему остаются открытыми. Я считаю, что в данной ситуации уже нужно просто хорошо штрафовать. Если штраф на человека никак не воздействует, то просто нужно человека лишать водительских прав. То есть он не может водить маршрутными такси, если он не выполняет те должностные инструкции, которые написаны. Во Владикавказе проводится ежегодная вакцинация против гриппа. Эта прививка входит в программу Федерального центра здравоохранения. Лекарства для населения Северная Осетия уже получила в полном объеме. Вакцинацию детей почти завершили. Теперь на очереди взрослые, попадающие в группу риска. Это прежде всего беременные женщины и работники различных структур. Каждому ребенку подходим индивидуально. График какой-то делаем такой, чтобы ребенку не вредить. Начинаем с более мягких вакцин, потом присоединяем это. Стараемся не сделать вместе. Стараемся так, чтобы не навредить ребенку. Администрация города Владикавказа обратилась к кандидатам в депутаты с просьбой очистить улицы от агитационного материала. Плакаты, листовки и объявления по закону должны быть убраны с улиц в течение недели с момента окончания выборов. После этого нарушителей ждет административное наказание. В Северной Осетии отмечена позитивная динамика погашения задолженности за энергоресурсы, однако, несмотря на это, только за газ общереспубликанский долг составляет около 5 миллиардов рублей. Эти вопросы стали главными на заседании профильной республиканской межведомственной комиссии. Вице-премьер Константин Габисов рекомендовал главам администрации местного самоуправления взять под личный контроль ряд вопросов. Местные власти в ближайшее время должны представить данные об объеме потребленных энергоносителей, а также не допустить завышения сумм оплаты. Из комментариев я хочу что-то отметить в протокол, и после этого это протокольное решение ежедневно просто отслеживать. Скажите мне, пожалуйста, про Бережный район, что по вам заносить в протокол. Будете судиться, говорите, будем судиться. Назовите срок, будете платить, назовите срок, когда будете платить. В Северной Осетии проходит 3-й межрегиональный радиофестиваль «Голос Кавказа». Он посвящен памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. В конкурсе участвует 13 радиокомпаний Южного и Северокавказского федеральных округов. Отбор лучших работ проходит в 2 номинациях. Оцениваются информационные и тематические выпуски с учетом специфики местного вещания. Награждение победителей пройдет в середине октября. Завершится фестиваль праздничным гала-концертом с участием звезд Кавказа.